أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. الله والله والله والله. Сегодня я бы хотел затронуть тему про суру Ихляс, то есть «Куль хуаллаху ахад». И имам Навави, радийаллаху анху, приводит хадис, что однажды Джибрил, ангел Джабраил, пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в то время, когда он был в Табук. И он сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «О Мухаммад, присутствуй на джаназа Муавията». На джаназа намаз Муавията, и с ним был ангел Джабраил и 70 тысяч других ангелов. И ангел Джабраил поставил свое правое крыло на гору, и гора ему подчинилась. После этого ангел Джабраил поставил свое левое крыло на землю, и земля ему подчинилась. Так что, после того, как он поставил оба крылья, ему открылся вид на всю Мекку и Медину. И после этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, совершил джаназа намаз над Муавиятом, и с ним также совершил джаназа намаз ангел Джабраил и другие 70 тысяч ангелов. После того, как они закончили джаназа намаз, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у ангела Джабраила: «Я Джибрил, бима балага Муавията хадихи манзилата?» Чем же Муавия достиг этот уровень? То есть такой уровень, так что над ним совершали джаназа намаз сам ангел и также 70 других ангелов с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Каля Джибрил, и ангел Джабраил ответил ему: «Би кираати куль хуаллаху ахад, каиман, ракибан, машиян». Он достиг этот уровень тем, что он читал куль хуаллаху ахад стоя. Также он, когда куда-то ехал верхом, и также когда он ходил. То есть имеется в виду, он постоянно читал это куль хуаллаху ахад. Дорогие братья, стоит задуматься, как Муавия возвысил свою степень, просто читая куль хуаллаху ахад. Так что ангел спустился, и пророк сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он присутствовал на джаназе Муавията. Так что вместе с ангелом Джабраил присутствовали еще 70 других ангелов. Также в одном из риваятов хадиса от Абу Саид Худри рассказывается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у своих сахабов: «Ая'джузу ахадукум ан яқра'a би сулусил Кур'ан фил лайла?» Ослит ли один из вас, чтобы он прочитал 1/3 часть Корана за одну ночь? И его сахабам это стало трудно. Трудно с той стороны, что они задумались, смогут ли они прочитать 1/3 Корана за одну ночь, размышляя над тем, что они читают, понимая смысл того, что они читают, чтобы они медленно читали, спокойно. Вакалу, и сахабы ему сказали: «Айюна ютику далика я Расул Аллах». Кто же из нас такое сможет сделать? То есть прочитать 1/3 часть Корана за одну ночь. Факаля Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, пророк сказал: «Куль хуаллаху ахад, Аллаху самад, сулусул Коран». Сура «Куль хуаллаху ахад» является 1/3 часть Корана. То есть мы с этого должны понимать, что за чтение, что если мы один раз прочитаем суру Ихляс, то есть «Куль хуаллаху ахад», то нам награда записывается, как будто мы прочитали 1/3 часть Корана. Если же мы это «Куль хуаллаху ахад» прочитаем 3 раза, нам записывается награда, как будто мы прочитали весь Коран. Также я бы хотел вам перевести саму суру. Бисмиллахир рахманир рахим. Куль хуаллаху ахад. Всевышний Аллах пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Скажи, он Аллах один». То есть он говорит: скажи, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, неверующим, скажи, что Всевышний Аллах один. Аллаху самад, Аллах самодостаточен. То есть имеется в виду, он не нуждается никому и ни к чему.
к Нему, наоборот, мы нуждаемся все. И все, что здесь есть, к Нему нуждается, к Аллаху. Лям ялид валям юладу. Он не родился и не был рожден. Валям якун лаху куфуан ахад. И нет никого и ничего подобного Ему. Также хотел рассказать вам одну историю. Во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в мечети был один имам. Он после каждого алхама читал суру «Куль хуаллаху ахад». Так что сахабы начали жаловаться пророку, саллаллаху алейхи вассалям, что этот имам после каждого алхама читает «Куль хуаллаху ахад». После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, у того имама спросил: почему ты читаешь эту суру после каждого алхама? И этот имам отвечает: «Я Расул Аллах, инни ухиббу хади сурата, куль хуаллаху ахад». Он отвечает, имам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, отвечает: «О пророк Аллаха, я люблю эту суру». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему отвечает: «Инна хуббаха адхалака аль-джанната». Поистине, любовь к этой суре тебя заведет в рай. Также есть одна история, которая произошла во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что однажды один мужчина пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и пожаловался на бедность, то есть он чуть бедным был, и тесная жизнь. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему ответил: когда ты зайдешь в дом, если там кто-нибудь из домашних, дай ему салам, то есть ассаляму алейкум скажи. Если там никого не будет, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то фасаллим алейя, то дай салам мне. То есть ассаляму алейка я Расул Аллах. И после салама прочитай суру «Куль хуаллаху ахад». После этого этот мужчина сделал то, что сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям. И Аллах наделил его риском, так что баракат этой суры достиг соседей. У них тоже начало увеличиваться этот риск. Также, уважаемые братья, чтение суры Ихляс, как говорят алимы, это является желательным месяцем Раджаб. Потому что месяц Раджаб – это месяц ибадата, в котором за хорошее деяние награда увеличивается, а за плохое деяние грех увеличивается. Также есть один хадис насчет месяца Раджаб. Рассказывается в хадисе: тот, кто прочитает суру Ихляс, то есть «Куль хуаллаху ахад» в месяц Раджаб, Аллах ему построит 19 замков в раю, и каждый этот замок будет украшен драгоценностями. Также один из ученых сказал, что видел один хадис иснадом, что тот, кто прочитает суру Ихляс в джум'а день из месяца Раджаб 100 раз, у него будет нур в судный день, с которым он войдет в рай. Вот с этим хотел бы я закончить ваазан про тему суратуль Ихляс, то есть «Куль хуаллаху ахад». И также, уважаемые братья, чуть не в тему хотел вам сделать маленькое напоминание. Наверное, мы все видели, как в Швеции один человек, один мужчина сжег Коран, пытаясь унизить нашу религию. Про это я бы хотел вам прочитать один Коран аят. Бисмиллахир рахманир рахим. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Садакаллаху азим. Иншаллах, в Коране говорит: поистине мы не спасали Коран, и поистине мы его сохраним до судного дня. То есть с этого мы должны понимать, что какой бы человек не сжег Коран, не говорил такие вещи про нашу религию, не унижал бы нашу религию, мы должны понимать, что всевышний Аллах сохранит Коран до судного дня. Также другой аят: Бисмиллахир рахманир рахим. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. Всевышний Аллах в Коране говорит: они, то есть неверующие, желают потушить религию Аллаха, свет Аллаха, то есть нашу религию Аллаха.
своими устами. Но Аллах не допустит этого и завершит распространение своей религии, хоть даже этого не пожелают сами неверующие. И с этого тоже мы должны понимать, что какой бы неверующий попытался обещать, убивая алимов, других людей, тоже, которые распространяют религию, Аллах все равно до конца доводит распространение религии. Хоть какой бы неверующий этого не желал, чтобы религия не распространялась. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين